6 студенток медицинского колледжа получили благодарность от президента России. Похвала от Владимира Путина за большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией. Будущие медики проявили себя в нескольких направлениях. Одни работали в красной зоне, другие оказывали волонтерскую поддержку, доставляли продукты и лекарства людям, находящимся на самоизоляции. О добровольческих инициативах тех, кто не смог остаться в стороне, расскажет Наталья Юрина. Сыктывкарский медицинский колледж. Сегодня здесь обучаются более 1000 студентов. В период пандемии большинство равнодушными не остались. Одни ушли трудиться в красную зону, другие участвовали в волонтерских проектах. Помощь и вклад в общее дело не остались незамеченными. На днях Владимир Путин подписал распоряжение о поощрении студенток, которые были на передовой и поддерживали тех, кто в этом нуждался. У нас было удостоено 6 студентов. Они все представители разных специальностей. Это сестринское дело, лечебное дело, акушерское дело. Каждый из них смог внести свой посильный вклад. Некоторые из них помогали непосредственно в красной зоне. Они мерили температуру, осуществляли первичный прием пациентов, которые приходили с теми или иными симптомами. Другие же девчонки, наоборот, работали в составе первичного звена в поликлинике. Одна из первых, кто получил благодарность от президента – студентка-выпускница Зейнаб Магарламова. Волонтером стала в школе. Поступив в колледж, присоединилась к добровольцам-медикам. В разгар пандемии участвовала в акции «Мы вместе». Решила помочь, несмотря на страх родителей из-за угрозы заболеть. На протяжении года ежедневно по несколько раз в день Зейнаб Магарламова доставляла продукты и медикаменты сыктывкарцам, находящимся на самоизоляции. Помогала добираться больным до медучреждения и обратно. Помогая людям, я получаю энергетику. Это несмотря на акцию «Мы вместе», вообще от волонтерства я получаю большую энергетику. Делать добро, оно, как говорится, возвращается бумерангом. Ты, когда делаешь добро, видишь на их лица улыбки, это много чего стоит. Чисто для меня много чего стоит. Особенно улыбки пожилых. К акции «Мы вместе» студентка 3-го курса Дарья Наймушина не смогла присоединиться из-за возраста. Ей не было тогда 18. Желание помочь будущим коллегам взяло верх. Начала участвовать в акциях без возрастного ценза. Готовила подарки детям медиков, донорам, помогала в детской республиканской больнице. В прошлом году я проходила производственную практику на базе ГБУ СРК номер 3 по адресу Ленина 75А. Там я принимала участие в осмотре пациента. Туда входила термометрия, измерение давления, выписка направлений. И у нас было немало пациентов с подтвержденным диагнозом ковид. После летней сессии, переболев ковидом, студентка решила дальше помогать. На добровольных началах трудилась в пункте вакцинации. Помогала медсестрам, подготавливала документы, работала посменно. Когда людей не хватало, оставалась во вторую смену. О благодарности от президента узнала от подруги. В тот момент я сидела на паре, мне приходит поздравление от подружки, которая тоже занимается телевидением, и присылает мне текст, что у меня указана фамилия. В тот момент честно, у меня пошли слезы. Я сижу, не понимаю, что мне делать, я горжусь собой, и у меня это вызывает огромную радость. Как отмечают студенты, благодарность такого уровня получать приятно. Однако в разгар пандемии они радовались признательности иной. От тех, кто в помощи нуждался. От врачей и больных, от пожилых и детей. Наталья Юрина, Олег Жуковский, телеканал Юрган.